В начале Бог. Сотворение в 21 веке. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я Карл Бог, хозяин студии и основатель и директор Музея доказательств сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Всем семьям в мире следует посмотреть сегодняшнюю передачу и также позвать своих друзей, потому что мы будем говорить о трехмерном портрете. Динозавры нравятся всем, все заинтригованы динозаврами. Я читаю лекции по всему миру, и куда бы я ни поехал, аудитория задает вопросы о динозаврах. И не только дети, но и молодые и пожилые люди. Все они заинтригованы динозаврами. Вы хотели бы увидеть живого динозавра? Вы хотели бы увидеть трехмерный портрет, чтобы вы точно знали, как выглядели динозавры и какого цвета они были? Динозавры являются важной частью творения. Сегодня я пригласил гостя, ученого-криптозоолога, передачи с которым на протяжении многих лет имеют наибольший рейтинг. Я не знаю, откуда люди узнают, что он будет на передаче. Или, может, они просто переключают каналы и останавливаются, когда видят передачу с ним. Но он просто интригует их, ведь информация, которую он представляет, полна жизни. Вы хотели бы увидеть трехмерного динозавра? Тогда давайте поговорим с доктором Деннисом Свифтом, нашим дорогим другом и особенным гостем. Деннис, мы протоптали много тропинок в джунглях вместе с вами. Да? У нас было много приключений, Карл. Я тоже всегда рад видеть вас. И сегодняшняя передача будет приключенческой. Я раскапываю динозавров, и вы помогали мне в этом в Колорадо. На самом деле, раскапывать их кости. Вас увлекают динозавры? Меня увлекли динозавры, когда я был маленьким мальчиком. Я брал коробки, вырезал у них верхнюю часть и посылал их по почте с 25 центами. В ответ вам присылали пластмассового динозавра. Когда я был ребенком, я делал это и ждал у дома моей бабушки возле почтового ящика, пока не принесут этих пластмассовых динозавров. Но я думал, что когда-то увижу свидетельство того, что человек и динозавр жили вместе. Потому что если человек и динозавры жили вместе, то эволюция растает быстрее ведьмы Запада, волшебники страны Оз. Эволюции был бы капут, она была бы разрушена. И их собственные допущения тоже. Да, и они тоже. Вы сказали об этом так красочно. У нее отвалились бы колеса, и при своей жизни доктор Эрнст Мейер из Гарварда, один из ведущих мировых ученых-эволюционистов, вступил в дебаты с доктором Дуэйном Гишем. С насмешкой он сказал: в этих личных дебатах, если ваши друзья на реке Палаксе докажут, что человек и динозавр жили в одно и то же время, нам придется выбросить старую теорию и заново создать совершенно новую концепцию происхождения жизни. Вы были важным игроком в призывах к изменению предположений о возникновении жизни. И, конечно, они также признали, что если жизнь не эволюционировала, то она должна была появиться благодаря особому непосредственному сотворению. Деннис, вы бесстрашный человек. Я был с вами и пытался не отстать, когда вы продвигались по густым джунглям и бесплодным пустыням. Вы провели десятилетия, исследуя этот вопрос. Был ли человек и динозавр одновременно? Вы тот ученый, который свел меня с Доном Егером, доктором Доном Шоки, чтобы мы могли увидеть Качина-Бридж, где вы нашли динозавра и опубликовали изображение его и воина Анасази.
а на Сазе вымерли в 1299 году. Они сошли со сцены. Вы ученый, который привлек к этому внимание. Но у вас сегодня есть доказательства. Пожалуйста, опишите их нам. В южной части Перу пустыня Атаками простирается на 1500 километров. Это самое сухое место на планете. Там практически нет измеряемой влажности. На самом деле дождь там не шел сотни лет. Вот самые сохранившиеся материалы и текстиль в мире. Здесь мы видим артефакты культуры Паракас, примерно 3 и 5 век до нашей эры. Это кусок паракасского материала, сохранившегося в погребении и извлеченный из одной из могил. И здесь мы видим динозавра типа диплодока на ткани. Несомненно, здесь также есть важный аргумент. Минуту назад вы сказали, чтобы показать умение этих людей, они не были отсталыми. Это была сильно развитая культура. Вы лично показывали мне системы ирригации, которые были великолепно продуманы и задуманы, а также исполнены. И теперь, пожалуйста, опишите это плетение. Это лучшие ткани в мире. Паракас и Наска — 698 нитей на квадратный дюйм. Это лучший материал из когда-либо найденных. Это более тесное переплетение, чем современный парашют, который насчитывает 185 нитей на квадратный дюйм. То есть у них был замечательный текстиль, и это самые ценные фрагменты древнего текстиля в мире. Также это чаша Оранга, церемониальная чаша. Цивилизация Тиаунака, примерно 500-1000 лет до нашей эры. На ней также присутствует динозавр. Это несомненно. То есть у нас есть две культуры в одном и том же географическом регионе, отделенные сотнями километров, в разных временных периодах, которые изображают динозавров. Ниже у нас есть фрагмент насканской глиняной посуды, которая является полихромной и безапелляционной, бесспорно. Ни один эксперт в мире не опровергнет то, что это оригинал. И на этой миске есть два динозавра, очень похожие на паракасских и тиаунакских. Ее датируют 7 веком до нашей эры. Динозавр здесь и здесь. Мы покажем вам пример сохранения. Это тиаунакская мумия, которой 1500 лет. Вы можете видеть яркие цвета на ткани, сохранившуюся кожу. Если вы нанесете воду на нее, кожа и руки сразу наполнятся ей, и она будет выглядеть совершенно нормальной, как будто она была мертва всего лишь несколько месяцев. Удивительно! Когда их погребали, вокруг них строили гробницы из кирпича, а затем клали сверху деревянную крышку и около метра песка. Когда все это сформировано, оно таким и остается. Когда мы вскрывали гробницы, запах был такой, как будто эти люди были мертвы короткое время. Видеть эти артефакты в гробницах — очень сильное переживание. Департамент культуры сейчас разрешает заглядывать в некоторые из этих гробниц. Это разрешено. Вот культура мочи, 600-800 лет нашей эры в Перу. Вот ваза, принадлежащая культуре мочи. Традиционно кремового цвета на белом фоне или наоборот. Есть смешанные части, где находятся ручки. Нам говорили, что на этих вазах две головы, но это не так. Вот рисунок с одной из таких ваз. Вот голова, а вот хвост того, что является динозавром. Культура мочи и их традиция простирается на 2000 лет. Говорит, что их воины сражались с этими существами и использовали при этом различные раковины, в которые дули, чтобы напугать животное и затем атаковать его. Поэтому здесь показана раковина на его спине, когда он побежден, и мы видим это здесь, в этом месте. Да, я вижу. Здесь мы видим кожные складки. Да, кожные складки, они были представлены только в 1992 году в престижном геологическом журнале. Вот здесь мы видим насканскую мантию, которая была обернута вокруг мумии. На ней изображено множество динозавров. Вы видите здесь эту окраску? Ее на сленге называют ожог. Когда куски ткани кладут на мумию, происходит естественная мумификация, и иногда около 3,5 литров жидкости, крови, плазмы, других жидкостей вытекают из тела, и это производит ожог. Это невозможно подвергнуть сомнению. Либо это оригинальная насканская мантия 7 века до нашей эры, либо это убийство, и лучше позвать далласских патологоанатомов, и это будет в заголовках NBC о музее доказательств сотворения мира. То есть нет никаких сомнений в ее аутентичности. Итак, здесь у нас есть
два насканских динозавра. Здесь у нас тиаунакская деревянная статуэтка динозавра. Нет никаких сомнений в том, что это динозавр. Удивительные черты. А ниже у нас есть еще одна тиаунакская чаша с динозавром, похожим на насканского. И затем у нас есть кусок паракосской материи. Ее нашли в 1928 году в Карванасе знаменитым археологом Хосе Телео. Он нашел этот кусок материи с динозаврами на нем. Чтобы показать вам, что это не просто отдельные случаи, я перенесу вас в другой регион, который часто бывает в новостях — юго-запад Америки. И это индейцы Харанамаги, которые жили примерно 1000 лет до нашей эры. Я являюсь частью команды, которая задокументировала более 4 миллионов петроглифов по всему миру. Петроглиф — это сочетание греческих слов, которые означают «камень» и «высекать». Пиктограф означает «камень» или «рисунок». Вот динозавр игуанодот, который был впервые обнаружен в 1825 году. Они нашли его зубы и подумали, что они похожи на игуану, ящерицу, поэтому они нарисовали его таким. Затем они изобразили его более похожим на дракона. Затем изобразили его таким прямоходящим, а теперь его изображают так и говорят, что он выглядит именно так. Современная палеонтологическая реконструкция, если хотите, сходство поразительное. Они добавили немного ног, это мимическое движение. Индейцы Юго-Запада по-прежнему делают тоже на некоторых своих наскальных рисунках. То есть здесь мы видим динозавра игуанодота. Часто индейцы брали обыкновенный камень, что-то намечали, а затем высекали это, что оставляет большие выемки в камне. Но также у них был и более точный метод, когда они использовали зубилый камень в качестве молотка и сначала делали набросок зубилом, особенно на больших изображениях. Вот откуда взялся динозавр в Качино-Бридж, в штате Юта. И на ногах есть пятна и все остальное. Они делали так. То есть им нужно было увидеть живого, дышащего динозавра для того, чтобы скопировать его образ. Здесь это видно нечетко, но если вы внимательно посмотрите, то увидите еще одного харанамакского динозавра. Голова, спина, тело, длинный хвост, ноги. Это рисунок на базальтовой скале в районе 3 рек в Нью-Мексико. В одном этом месте насчитывается более 24,5 тысяч петроглифов. Они изобразили там 3 различных животных, которые должны были уже вымереть. Вот эти динозавры, которые все еще соответствуют утверждению, что Библия все-таки права. В передаче «Трехмерный портрет» я был настолько заинтригован некоторыми фотографиями, которые я увидел. Фотографиями, которые вы сняли. Здесь у нас есть 3-мерный рельеф динозавра с полосами на спине. Полосы на спине динозавров. Деннис, давайте проясним для наших зрителей, что же это такое. Доктор Стивен Майерс, эволюционист, сказал, что никакой до Колумбов американский индеец не мог видеть динозавра, потому что у динозавров нет полос, как у зебр. Он сказал, что я был невежественным креационистом, что я должен оставить исследования палеонтологам и экспертам. 27 декабря 2007 года в выпуске журнала National Geographic, всего полгода после его звонка и высказывания было сказано, что был сделан рентген наиболее сохранившегося динозавра. Они сказали, что он был мумифицирован, хотя это было не так. И они использовали самый большой сканирующий аппарат в мире. Они просто его просканировали. И НАСА участвовала в этом. Когда они сканировали эти мумифицированные останки этого ископаемого динозавра, они пришли к заключению, что часть его тела имела полосы, как у зебры. Да! И у нас есть этот артефакт. Это примерно 1000 лет до нашей эры. Тиаунака и Паракас, иногда Наска Южного Перу делали объемные вазы, когда они изображали 3-мерное животное, вылепливая его из глины сбоку. Когда мы смотрим на него, мы видим 2 головы, бугры на голове, видим дермальные шипы, как у динозавра, и видим полосы, подобные полосам зебры. Кстати, этот экземпляр найден в 1992 году. Опять же, Тиаунака видели живого, дышащего динозавра, такого же, как описан в книге Иова, 40 главе. Расскажите нам кратко об этом.
Это паракасская ваза. Она была сделана в 500 году нашей эры. На этой вазе изображен аргентинозавр. Посмотрите на его голову, длинную шею, тело, хвост. Вот современное его изображение. Заметьте, что на этой древней вазе глазные впадины похожи на этого. Мы нашли его только недавно, но у него такие же глазные впадины с костью, идущие сюда, и глаза, изображенные вот здесь. Не удивительно ли это? У нас есть эта ваза, и у нас есть насканская ваза периода 700 года до нашей эры. Также с динозавром. Вот он изображен здесь, посмотрите. Теперь давайте перейдем к центру экспозиции. Название этой передачи «Трехмерный портрет». Доктор Свифт смог получить и привезти этот материал из-за рубежа в Америку, потому что правительство официально провозгласило, что не может быть подлинного изображения динозавров, живущих с человеком. Поэтому все привезенное сюда является абсолютно легальным. У нас есть всего несколько минут, но я хотел бы, чтобы вы показали нам прежде всего этот деревянный профиль. Я видел его изображение, но это оригинальный артефакт. Докажите, пожалуйста, это нашим зрителям. Да, это дерево оранга, которое является самым твердым, подобным красному дереву. Вы можете видеть борозды, трещины, потемнения, сохшиеся части. Его нашли в гробнице на месте современной Боливии. И вы видите очень подробные детали. Зубы, спину. У него есть некоторые антропоморфические характеристики, но это, несомненно, динозавр. Это не крокодил, не аллигатор. Если вы сравните его с тем, как выглядит динозавр, он похож на аллозавра или подобного ему динозавра. Это тиаунака. Вы видите трещины и ссохшиеся участки на этой чаше. Видите? Да, она удивительная. Нечто, чему около 1200 лет, не будет выглядеть очень свежо. Вы видите, что происходит с этой чашей и внутри ее. Сбоку мы видим динозавра. Мы обнаруживаем такое же изображение динозавра у Паракас, Вари, Наска, инков, Мочи. У различных культур на протяжении более 2500 лет мы видим одинаковый тип динозавров. И довольно часто на ткани, кстати. Да, теперь у нас есть эта небольшая чаша. Это тиауинака. И вы видите динозавра вот здесь. Посмотрите внимательно. Чудесный динозавр. Вырезанный хвост. Это чаша из оранга, твердой породы дерева. Затем это древний экспонат, найденный у Паракас знаменитым перуанским археологом Хулио Телло в 1928 году. Вы видите этих динозавров на паракасской ткани. Вот эта древняя ткань. Она была на мумии. Эта часть сделана из природного материала, остальная часть — это плетение. Вы можете видеть такого же динозавра. Это просто удивительно, невообразимо. Также, когда мы идем дальше, рассматривая эти артефакты, Бог дал мне обетование из книги Притчи 19 главы 17 стиха. Он сказал: «Если ты будешь добр к бедным, ты даешь взаймы Господу, и я вознагражу тебя за это, я дам тебе доказательства». Господь проговорил в мой дух. Он сказал мне это очень явно, и эта программа показывает это. С того времени это абсолютно сверхъестественно, чудесно, невообразимо, как Бог дал это в мои руки. Через разные каналы, через людей, которые стали верующими в сверхъестественное. Бог тот же вчера, сегодня и вовеки. Никогда не было дня чудес, есть только Бог чудес. И я очень смирен этим. Он дал это в ваши руки, и у нас есть эта ваза, еще одна насканская ваза. Здесь достаточно доказательств, чтобы оставить неудел любого атеиста и эволюциониста, и каждого креациониста, который говорит, что верит в Библию, но не доверяет ее свидетельствам. Есть теологи, которые говорят, что Библия богодухновенна частями. Это часть богодухновенная, а вот это нет. Вот это, наверное, да. Часть там, часть здесь. Это как книга «Далматинец». Она не выглядит как далматинец. Она полностью истина. Библия права, и в конце концов она права. Тому, что Бог сказал в Его Слове, мы можем доверять полностью. И в ней описаны динозавры, а не гиппопотамы. Я согласен на 100%. Эта ткань представляет собой насканскую мантию. Позвольте мне взять ее.
Вы видите, здесь неоспоримо, я могу предложить любому человеку $500 000. Любому атеисту, креационисту, кому угодно, чтобы он опроверг научными методами. Здесь имеется ожог телесной жидкости. Это древний кусок ткани, и никакой авторитетный ученый, деколумбист, не подвергнет сомнению тот факт, что это оригинал. Ученые-деколумбисты скажут, что это просто чудовище, а эволюционисты скажут, да, она настоящая, но это какое-то мифическое чудовище, это не динозавр, но это динозавр. Уж поверьте мне, вы докажете это с помощью этих двух керамических ваз, правда? Это ваза Паракас, примерно 700 года до нашей эры, когда сокрушенный Иов вопиял из глубин своего горя, сидя в прахе и спрашивая Бога, почему. Так вот, Бог дал ему 7 глав научных вопросов. Он спросил, почему, Господь, не сходил ли ты в глубину моря и входил ли в исследование бездны? И он сказал в 40 главе с 10 по 14 стихи, «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Посмотрите, это динозавр. Если мы медленно повернем его, мы увидим длинный, подобный кедру, хвост. Вот он, перед вами. Мы видели кедры в Израиле. Они высотой примерно в 10 метров. Тут то же самое. И вот голова, которую полностью восстановили палеонтологи. Никто не может взять и просто сделать такую вазу. Древний процесс не подражаем. Видите эти сколы? Это влияние внешней среды. Видите сколы от старости на дне, дыру на дне. Я видел сотни тысяч перуанских ваз. И это, кстати, не преувеличение. Вы видели их множество. В некоторых случаях меня просили, так как я уже стал авторитетом в отношении различных перуанских культур, идентифицировать вазы. Являются ли они аутентичными или нет? Кто-то может подойти ко мне и сказать, «Вы не знаете о том, что говорите, но я провел 20 лет в этом». Я знаю. Я работал с некоторыми музеями в Перу. Итак, вы видите эту голову динозавра у Паракас. Это полностью согласуется с палеонтологией. Это мое любимое. Я поражен, рад и доволен. Вы получили это. И я хотел бы, чтобы атеисты, эволюционисты и компромиссные христиане, смотрящие эту передачу, очень внимательно пригляделись к тому, что вы собираетесь показать нам сейчас. Это тиоанакская ваза, и если вы внимательно посмотрите, вы увидите 2 головы. Я хочу подчеркнуть это, потому что некоторые христиане и некоторые эволюционисты утверждают, что то, что у меня есть, это создание с 2 головами. Голова спереди и голова на хвосте. Эти 2 головы — 2 отдельных динозавра. У них дермальные позвоночники, которые подверглись сильному атмосферному влиянию. Патина отбита с этой вазы. Когда вы изготавливаете новую вазу, у нее разная текстура. Невозможно искусственно сделать так, чтобы она выглядела таким образом. Затем вы видите зубы, глаза, язык. Кто-то видел этих динозавров. Здесь есть 2 выступа на голове, дермальные позвоночники и полосы. Полосы на спине, и НАСА участвовала в исследованиях, показывающих правдивость этого. Забавно, когда люди говорят, откуда известно, что у динозавров были полосы. А затем полгода спустя Бог доказывает, что они были неправы. Бог всегда имеет доказательства. Да, это так. У Бога всегда есть доказательства. Итак, вы видите длинный хвост у обоих. Голова и хвост у этого. То есть это не двухголовый монстр, нет? На ногах у них 3 или 4 пальца, что соответствует строению динозавров. Есть еще критика, которая говорит, что у них нет половой принадлежности, но она присутствует. Я хочу подчеркнуть это, когда мы приближаемся к окончанию нашей передачи сегодня. Деннис Свифт, криптобиолог, привлек наше внимание не только к потрясающему свидетельству того, что человек и динозавр обитали в один и тот же период, так как невозможно так точно передать полосы, которые были обнаружены благодаря научным исследованиям, строение головы и всего тела.
Невозможно изобразить это, не увидев живых динозавров. То есть он привлек наше внимание к тому факту, что человек и динозавр жили одновременно. Но это еще не все. Это трехмерный портрет. Если вы внимательно посмотрите на двух динозавров на этой вазе, вы увидите, что они сочетаются, они взаимосвязаны. Вы увидите, что, возможно, это пара, мужская и женская особи. Вы увидите, что они активно и мобильно взаимодействуют в живом контексте. В действительности, когда впервые обнаружили велоцираптора, его назвали «добрая мать». Его нашли возле яиц, но считалось, что он воровал яйца. Но им пришлось изменить название динозавра на «ящер добрая мать», потому что палеонтологи обнаружили ископаемого динозавра, который в действительности накрывал собой гнездо с яйцами, что указывало на чувство. Здесь мы видим чувство в живом окружении, в трехмерном изображении. В книге Иова в 40 главе, как указал доктор Свифт, мы видим потрясающее существо динозавра или бегемота, сотворенного Богом одновременно с человеком. В действительности, на утро шестого дня творения, настоящего дня, состоящего из 24 часов, у нас не только есть утверждение Бога о том, что этот динозавр существовал как форма жизни, но также есть указание на чувство во всем творении. Он первоначально ест траву, как вол. Конечно, когда мы переживаем стресс, мы все можем несколько менять свою диету. Чувство Бога явлено в том, что принес Деннис Свифт на нашу экспозицию сегодня. Но настоящие чувства Бога были явлены на горе Голгофа. Бог стал человеком, ходил по нашим улицам, пошел на крест, умер за наши грехи, был погребен, воскрес из мертвых. И тот момент страдания вселенских масштабов было явлено в нежной руке Иисуса. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», — сказал Он нам. Помолитесь со мной этой простой молитвой. Господь Иисус, я грешник. Я знаю, что Ты умер за меня и воскрес ради меня. Я желаю, чтобы Ты вошел в мое сердце. Господь Иисус, прямо сейчас я открываю мое сердце для Тебя. Войди сейчас в него и спаси меня. Покрой мои грехи Твоей кровью, и я буду служить Тебе всем моим сердцем. Сотворение в 21 веке было проспонсировано телевидением Троицы, и только благодаря вашей любящей поддержке эта передача может оставаться в эфире. Поэтому напишите в «Сотворение в 21 веке» по адресу, который вы видите на экране.